Я хотел бы доложить о ситуации в стране по коронавирусной инфекции и с вами пообщаться, выслушать ваши вопросы и ответить на них. Значит, сразу по рабочим нашим моментам, по количеству больных, которые находятся стационарно в наших лечебных учреждениях, хочу информировать, что в Гудауте на сегодняшний день 88 пациентов, 16 тяжелых, инфекционная больница 40 пациентов, Творчал 15, Очимчира 27, Гагра 28, итого по стационарам 198 пациентов. Значит, хочу отметить, что рост заболеваемости в стране очевиден. Больные поступают в ковидные отделения, уже, как правило, тяжелые, в достаточно большом количестве. Я уже, если честно, неоднократно обращался к нашим гражданам и просил слушать и прислушиваться ко всему медицинскому сообществу. Но мы, как сегодня видим, наши граждане не носят масок, посещают массовые мероприятия, и тем самым у нас происходит дополнительный рост больных и рост заболеваемости. Вот для примера. 7 июня у нас было плюс 17 человек, а на 29 июня уже 138 человек. Да, за сутки. Значит, на 7 июня, для сравнения, 99 человек, на 29 июня 198 человек. Поэтому рост очевиден. В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с начала пандемии на 29 июня, то есть на сегодняшний день, Минздравом отпущено лекарственных препаратов, антибиотиков, инфузионных растворов, иммунодепрессантов, антикоагулянтов и прочих, далее медицинского оборудования, лабораторных реагентов, средств индивидуальной защиты и других изделий медицинского назначения, а также дезинфицирующих средств и в следующие учреждения. ЦРБ Гудаутского района на 140 миллионов 955 тысяч 167 рублей, в том числе Актембра 48 упаковок на 3 миллиона 400 тысяч 348 рублей. Артлегия 208 упаковок на сумму 10 миллионов 819 тысяч 125 рублей. Инфекционная больница город Сухум 27 миллионов 40 тысяч рублей. В том числе Актембра 22 упаковки на сумму 1 536 тысяч рублей. Артлегия 166 упаковок на сумму 8 миллионов 485 тысяч рублей. ЦРБ Гагрского района 20 миллионов 515 тысяч рублей. ЦРБ Творчалского района 5 миллионов 705 тысяч рублей. ЦРБ Очимчирского района 9 миллионов 518 тысяч рублей. Также мы понимаем, что был у нас российский мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Там в том числе была отпущена Актембра 10 упаковок и Артлегия 16 упаковок. Также хочу проинформировать вас в связи с ростом количества заболевших. Мы вынуждены открывать дополнительные мощности в Гудаутском ковидном госпитале. Я уже неоднократно говорил, когда я выезжал в лечебные учреждения, в том числе в Гудаутский ковидный госпиталь, нами было открыто дополнительное отделение на 3-м этаже основного корпуса Гудаутского ковидного центра. Сейчас уже и 4-й этаж открыт, больные поступают тяжелые. Значит, в основном корпусе, в инфекционном, вернее, реанимация на 14 коек сегодня там заполнена. В отделении тоже присутствуют больные, тоже находятся и в инфекционном корпусе, и в основном корпусе. Поэтому мощности будут увеличены в связи с тем, что поступление больных растет. На вчерашний день 18 человек поступило в Гудаутский ковидный госпиталь. Нами было принято решение о усилении мощностей, сформирован дополнительный график дежурств в основном корпусе Гудаутского ковидного центра. Привлекаются все медицинские учреждения республики, медперсонал едет из ЦРБ Гулрипша, из диспансера, из республиканской больницы, из ГАЛа, из Творчала ЦРБ, Национального онкологического центра, СГКБ и так далее. Вот у нас сформированы бригады, где, значит, по 2 врача, 6 медсестер, 3 санитарки. И дополнительно еще мы привлекаем наших студентов колледжа, которые будут также на практику направлены в наши лечебные учреждения. Это что касается дополнительных бригад. Вот. Что касается вакцинации, сразу хочу сказать, у нас в республике 6,5 тысяч доз Спутник Ви, гамма-ковид-2. Значит, на вчерашний день
потому что сегодня еще идет вакцинация, поэтому цифры они будут позже. Я вам просто хочу зачитать. На вчерашний день вакцинировано первым компонентом 208 человек, вакцинировано вторым компонентом 182 человека, итого 390 человек. Значит, всего по Республике Абхазия вакцинировано 4682 человека, в том числе двукратно 2197 человек. Вакцинация проходит согласно протоколам. Я думаю, что какие-то вопросы, если будут, наши коллеги, мы с удовольствием на них ответим. Вся информация передана в Российскую Федерацию, значит, ждем ответа. В Российскую Федерацию направлены письма с тем, чтобы вакцина сюда была доставлена. В каком количестве, все это прорабатывается в рабочем порядке. Ждем. Мною было направлено письмо в Минздрав Российской Федерации о том, чтобы дежурные бригады были направлены в Республику Абхазия со стороны Российской Федерации. Тоже этот вопрос сейчас находится в стадии согласования. Мы попросили и реаниматологов, инфекционистов, детских инфекционистов, профильных специалистов узких. Поэтому я думаю, что ответ на этот вопрос мы получим, но немного позже. Учитывая и обстановку, которая происходит во всем мире, мы все прекрасно понимаем, что идет рост, поэтому надо и с пониманием отнестись к этому. Мы мобилизуем в первую очередь наши внутренние резервы, наши внутренние силы и обратились также к Российской Федерации. На данный момент, вот что касается наших сертификатов, которые выдаются у нас после окончания второго компонента вакцинации, значит, сертификат, он на двух языках, да, на абхазском и на русском. Поэтому вот эта работа, я уже ответил, с Российской Федерацией она ведется. Как только мы получим обратную связь, я вас уверяю, что вас информирую. Те штаммы, о которых так много говорят, и в том числе и в прессе, и в интернете, и везде, да, действительно, они очень отличаются от тех штаммов, которые были и циркулировали на территории Республики Абхазия. У нас были юханьский штамм китайский, да, у нас были европейские штаммы, у нас были азиатские штаммы. Сейчас у нас, естественно, британский штамм, он не так опасен, как опасен индийский штамм. Этот штамм тем опасен, что он более контагиозен, то есть достаточно очень маленького количества времени для того, чтобы заражение получило как можно больше количества человек. Поэтому при проведении наших мероприятий, таких как свадебные мероприятия, такие как похоронные мероприятия, там, где люди не соблюдают основных требований профилактики, то есть не носят маски, находятся в близком, тесном контакте, то есть обнимаются, выказывают свое какое-то уважение к родственникам, к близким, да? Вот это и является тем моментом передачи этого вируса как можно большему количеству людей. Если юханьский штамм, который был у нас большее количество времени в 2020 году на территории Абхазии, передавался очень слабо, и нужно было получить довольно-таки большую вирусную нагрузку, чтобы тяжело переносить это заболевание, то сейчас у нас передача этого вируса происходит молниеносно. И, как вы видите, последнее время, достаточно маленький период времени у нас проходят все эти свадебные мероприятия. Мы опять восстановили в полном объеме наши траурные мероприятия. И вот вы посмотрите, какой быстрый рост распространения этой инфекции на территории Республики Абхазия. Поэтому я призываю, не просто призываю, а просто, я не знаю, требую о том, чтобы мы все вспомнили о том, что эти вирусы сейчас, которые мигрируют, как бы распространены, уже завезены и распространены на территории Абхазии, чтобы мы обратили на это особое внимание.
Мы опять должны вспомнить о том, что пренебрегать основными требованиями, да, носить маску даже здоровому человеку. Вы знаете, дело в том, что носительство при этих штаммах точно так же распространено, как и при тех, которые у нас были, циркулировали штаммы. Поэтому носить маску нужно всем, особенно при посещении каких-либо закрытых мероприятий, то есть в помещениях. Достаточно одного обнимания, достаточно одного какого-то контакта, и вот вы уже являетесь представителем, которого вирус поразил. Поэтому, вот, скажем так, о количестве выявленных случаев британского вируса или индийского штамма я не буду давать вам эту информацию. Почему? Потому что мы отправляем не все положительные пробы для секвенирования. Мы делаем выборку, и из этой выборки нельзя рассчитать процент, сколько у нас того или иного штамма на территории Республики Абхазия. Главное, что мы должны все вынести, что, во-первых, эти штаммы поражают лиц более молодого возраста. Эта информация для всех известна, вы можете ее прочитать. И, естественно, вот что важно для Республики Абхазия, потому что наш менталитет не позволяет нам с вами, да, проводить далее все наши массовые мероприятия. За последний месяц количество выявляемых больных резко увеличилось. Естественно, это отражается и на нашей больнице. Больные стали поступать массово. Это и стационарные больные, и амбулаторные больные, больные, которые хотят обследоваться на ПЦР. Очень большое количество, и выявляемость, соответственно, большая. Мы по клинике, по больным уже увидели вот буквально несколько недель назад, что видоизменился штамм. То есть больные стали тяжелее переносить этот штамм. Так называемая фаза, вот одна из фаз этой инфекции, цитокиновый шторм, он начал наступать быстрее. Болезнь стала прогрессировать быстрее и стала поражать еще детей, детское население. Уже у нас есть дети с пневмониями, которые тяжело переносят. Поэтому хочу предостеречь еще раз, пожалуйста, вот, особенно места массового скопления людей. Маски стопроцентно не будут защищать, это понятно, это все мы знаем, но в какой-то мере защитит все равно. Причем это те, кто переболел, кто является носителем, кто контактировал, все должны носить стопроцентно маски. Это хоть какой-то процент защищенности у нас будет. Уважаемые граждане, я вот в очередной раз к вам обращаюсь и хочу сказать, пожалуйста, давайте прислушиваемся друг к другу. Вот все медицинское сообщество говорит о том, что нужно носить маски, нужно соблюдать социальную дистанцию. И все меры, которые рекомендуют врачи, надо к этим мерам прислушиваться. Пожалуйста, давайте будем соблюдать то, что говорят нам врачи, коллеги, все медицинское сообщество. Потому что без вашей помощи мы не справимся. Когда мы носим маску, а потом выходим на улицу и видим, что никто практически масок не носит, так, наверное, тоже неправильно. Давайте и вы нам будете в этом помогать. И доведите эти мои слова до членов семьи, до друзей, до родственников, просто для окружающих. Это оберегает наши с вами жизни, не только наши. Эти оберегают жизни наших старших, наших детей. Врачи работают действительно в очень тяжеленных условиях, в авральном режиме работают. Вы же знаете, одеться в СИЗ и зайти в зону, в такой, температурный режим. Вот я там пребываю в то или иное лечебное учреждение, я захожу, час-полтора я там нахожусь, а люди там сутками находятся, понимаете? Сутками. Оперативный штаб собрался и выступил с предложением к координационному штабу о запрете всех массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе свадеб, торжеств и всех корпоративов. Свою рекомендацию координационному штабу республиканскому предоставил. Мы отправляли на секвенирование пробы выборочно. Это было по всей Республике Абхазия. То есть мы брали выборочно
те пробы, которые отвечали требованиям Ставропольского противочумного института на секвенирование. Когда мы им отправили, они просто нам прислали расшифровку, что столько-то британского, что столько-то индийского штамма. Это не единичный случай, и нельзя приравнивать это к какому-то отдельному району. Распределение этого, скажем так, мутированного штамма идет по республике молниеносно. Почему? Потому что, как я вам и сказала, контагиозность очень-очень высокая. Обращаемость высокая среди приезжего населения. Это, если как бы детально посмотреть, возможно, они уже приезжают положительные, уже инфицированные с территории Российской Федерации, и небольшой процент какой-то заражается здесь на месте. Вакцинация, которая проводится сейчас у нас российской вакциной «Спутник Ви», дает защиту от всех, в том числе и от мутированных штаммов, то есть от того токсического фактора коронавирусного, который дает тяжелые осложнения. То есть если мы привьемся, по мировой статистике, скажем так, 80% населения будет иметь иммунную защиту, то есть популяционный иммунитет, у нас прекратится распространение вируса среди населения. Если мы будем прививаться индивидуально, мы защитим только себя. Мы будем переносить вирус и будем заражать тех, кто не привитой. Только в популяционном иммунитете, когда у нас будет более 80% населения иметь защитную прослойку, мы прекратим вообще распространение вируса в Республике Абхазия. В те 20%, которые я не учитываю при вакцинации, попадут те люди, которым нельзя делать вакцинацию по медицинским показателям. Туда попадут беременные женщины, туда попадут кормящие матери, туда попадут лица, у которых онкология, у которых есть какие-то аутоиммунные заболевания, при которых не делается вакцинация. Мы просто создадим им защиту своим иммунитетом. Вакцинация не может нас на 100% защитить от заражения коронавирусной инфекцией, она заражает от тяжелых форм заболевания. Поэтому у нас поступают пациенты, которые пережили первую вакцинацию, первый этап вакцинации. Это может быть два варианта. Эти пациенты, которые были в инкубационном периоде и были вакцинированы, уже заражены ковидом и вакцинировались на таком фоне, когда не было клинической картины. Или пациенты, которые после первой вакцинации не соблюдали меры предосторожности, заразились уже после вакцинации. В любом случае, те пациенты, которые перенесли первый этап вакцинации, более легко переносят коронавирусную инфекцию, чем пациенты вообще не вакцинированные. Я хочу вам, дать информацию по ковидным больным. То есть по городу Сухум за все это время заболело 6373 человека. И последнюю неделю с 21 июня по 27 июня 2021 года заболело 285 человек. То есть это очень такой чувствительный прирост. Да, из них, у нас взрослых идут 251 и детей 34 человека. Активных случаев у нас 670, из них взрослых 587 и детей 83. Выздоровели у нас 5489 человек. У нас сейчас действительно идет очень большой прирост. Все начали идти
именно в инфекционную больницу. То есть в инфекционной больнице у нас не только стационарное отделение, но и есть два отделения, два кабинета, которые занимаются именно амбулаторным звеном, то есть дневной стационар и прием всех наших пациентов. Там они выполняют все манипуляции и уходят домой. Из-за того, что у нас была сама инфекционная больница загружена, мы решили дневной ковид-центр, который расположен на турбазе, запустить уже в полную мощь, и медсестер, которых мы прикомандировали именно туда, на сегодняшний день они занимаются всеми манипуляциями. Все медучреждения, которые подведомственны именно по городу Сухум, это у нас идут, как вы все знаете, это 3 амбулаторных медучреждения и 3 стационарных медучреждения, и также станция скорой помощи. Все они задействованы по борьбе COVID-19. То есть в основном задействованы наши больницы стационарные, это городская больница, оттуда медперсонал, это врачи, медсестры и санитарки, прикомандированы в инфекционную больницу. Я хочу сказать, что все как бы занимаются именно сегодняшней проблемой. Что касается инфекционной больницы, то есть в инфекционной больнице у нас по штатам они не были тоже укомплектованы, то есть там было всего лишь по штатному расписанию 54 человека. Когда пандемия у нас началась, мы прикомандировали со второй горбольницы вместе со штатными единицами в инфекционную больницу. При появлении первичных признаков, то есть это температуры, недомогания, там боли в горле, головных болей, больной обращается в поликлинику по месту жительства, в том числе за направлением ПЦР. В поликлинику по месту жительства. Это районные поликлиники, жители районов, городские поликлиники, жители городов, но не в инфекционную больницу. При инфекционной больнице, как Ирма Джумкамна ответила, есть кабинет забора биологического материала, именно крови. И пациент без направления, без утвержденного диагноза COVID-19 прийти в кабинет забора крови и сдать свой биологический материал не можем. Просим пациентов отнестись к этому с полным пониманием. Не каждая страна может себе позволить обследование амбулаторных пациентов на развернутый клинический спектр крови. То есть, если нет возможности амбулаторным пациентам выдавать медикаменты, за редким исключением, то практически без исключения амбулаторный пациент сложной, тяжелой степени тяжести и даже легкие пациенты до сегодняшнего дня по направлению могли при инфекционной больнице осуществить забор биологического материала, и на следующий день ему выдаются результаты этих анализов. То есть это и общий анализ крови, и гемостаз, и биохимические исследования. Хочу обратить ваше внимание на то, что такие исследования, как дедимер, прокальцитонин, интерлейкин, да, и более специфические исследования не делаются пациентам легкой степени тяжести. Также просим пациентов с пониманием к этому отнестись, потому что некоторые в требовательной форме просят о том, чтобы эти виды исследований были им сделаны. Эти исследования делаются исключительно по направлению лечащего врача. И специфические исследования исключительно тому пациенту, которого готовят к госпитализации. На сегодняшний день ни один стационарный пациент, вся лабораторная помощь необходимая, она осуществляется. И большая часть амбулаторных пациентов, обращающихся за такой помощью, также ее своевременно получают. Сегодня сдали биоматериал, завтра получили результат. КТ в республиканской больнице работает. Там была ситуация по замене аккумуляторных батарей. Значит, эти батареи аккумуляторные в экстренном порядке были закуплены, доставлены и смонтированы. Поэтому КТ в республиканской больнице работает. Но учитывая то, что у нас происходит отключение, вот сейчас буквально вчера тоже оно ушло в аварийный режим, но мы его запустили. Это что касается республиканской больницы. Что касается Гудойского ковидного госпиталя, да, действительно, после отключения электроэнергии слетел софт.
значит, программа сбилась. Значит, в активном режиме, несмотря на выходные, никто не остается в стороне. Руководство стороны в курсе, значит, связываемся с непосредственно установщиками, связались неоднократно. Дополнительно еще попросили фирму Toshiba, которая находится в другом регионе, подключиться для того, чтобы более оперативно сработать и запустить сам софт. Вот. В данный момент запустить не удается, но работа в этом направлении, я вас уверяю, просто идет колоссальными темпами, но тут программисты работают над этим вопросом. Плюс наши энергетики подключаются, если там вопрос может там по каким-то техническим моментам нужна помощь наших специалистов Черноморэнерго, УКСа, ну, они всегда на связи, всегда готовы содействовать, потому что вот эти вот скачки электричества, они иногда вредят оборудованию. Как только вот кто-то заболеет, в первые сутки они все начинают искать, где бы сделать компьютерную томографию. Это не является основным методом исследования больного при коронавирусной инфекции. То же самое хочу сказать про специфические лабораторные диагностики. Мы просим наших пациентов отнестись с пониманием. Не потому, что мы экономим на них и не делаем им эти исследования, такие как, в частности, интерлейкин-6 и другие специфические исследования. Дело в том, что в первые дни исследования, когда все остальные показатели в норме, делать это исследование для такого пациента не нужно, так же, как и не нужно с первых дней делать КТ. Возможно, этому пациенту нужно будет это исследование сделать позже. То есть мы своевременно обследуем пациентов по тем или иным исследованиям. Врач решает, на какой день и когда. Просим пациентов с пониманием к этому отнестись. Я вас очень прошу, потому что медсестры, которые на заборе биологического материала, им тоже нелегко. Вчера было 72 пациента амбулаторных только по Сухуму, которых они приняли. И просим с пониманием к этому отнестись. В том числе и коллегам нашим адресуется это. По поводу детей также. То есть есть спектр исследований для детей и для взрослых. Пожалуйста, не переносите спектр взрослых на детей. Поэтому давайте не будем реагенты, которые нужны для взрослых тяжелых пациентов, тратить на детей. Эти исследования им нужны. Например, для дедимира даже нет норм для детей. Зачем мы маленькому ребенку будем делать это исследование, которое нужно тяжелому, амбулаторному или же стационарному пациенту? Да? И такой вопрос, который часто задают наши пациенты в свете того, что идет активная вакцинация по второму компоненту. Значит, ранее 21 дня вводить второй компонент нельзя, но позже можно. Если у пациента по каким-то обстоятельствам, да, это не обязательно состояние здоровья, но вот так складываются обстоятельства, что он не может ввести день в день этот компонент, не беспокойтесь. Второй компонент нужен для закрепления первого эффекта. Если вы это сделаете позже, через неделю-две, даже через месяц, эффект все равно будет. Поэтому не волнуйтесь. Главное нам ввести этот второй компонент и закрепить иммунитет. И создать, как вот коллеги Людмила Вильбертовна сказала, ранее мы отмечали, до 70% нужно коллективного иммунитета, да, когда не было еще высококонтагиозного индийского штамма. Сегодня речь идет о 80-90% коллективного иммунитета. Поэтому очень надеемся, что вместе дружно его все-таки сумеем создать. У нас в инфекционной больнице сейчас проходит лечение доктор, которая с самого начала не верила в существование этой пандемии, этой инфекции. И, скорее всего, наверное, и агитировала тоже вот, население, что этого не существует, пока она сама не столкнулась с этим. И с 80% поражения легких не попала в больницу. Вот в данный момент она проходит лечение, очень тяжело болезнь протекает, с кислородной поддержкой, и исход пока еще не ясен какой будет. Просьба опять-таки к коллегам тоже обращаясь, если есть таковые, если остались такие, которые не верят, это очень все серьезно и смертельно. Хочу вас уверить и развеять все слухи о том, что Министерство здравоохранения не выходит на контакт. Я лично официально вам говорю, что мы открыты для диалога, с журналистами, всегда готовы сотрудничать с вами, отвечать на все ваши вопросы. Я думаю, ко всем нашим сложностям и трудностям, когда мы не можем в силу ряда обстоятельств, когда находятся коллеги там в красной зоне или там общаются с пациентами по наплыву работы, мы не всегда можем достаточно времени вам уделить, вы к этому отнесетесь с пониманием.
Благодарю вас. Спасибо.